Школьники Коми смогут вступить в новое российское движение детей и молодежи. Накануне в Артеке на финале всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялось первое учредительное собрание, посвященное новому движению. Его цель – объединение и воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. Многие уже сравнивают будущую организацию с пионерской, ведь даже на рассмотрение в Госдуму в этом году законопроект был внесен 19 мая, в День пионерии. Ксения Мишарина о том, каким будет движение. Возрождение спустя долгие годы. В 1922 году была образована пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина. За время существования она приняла в свои ряды более 210 миллионов советских школьников. В этом году пионерия отметила свое столетие. В день ее празднования на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, посвященный массовому движению детей и молодежи. Вы слышали, наверное, идея о формировании такого единого детского движения была высказана девочкой, участницей встречи с президентом. Это было на наблюдательном совете платформы «Россия – страна возможностей». Владимир Владимирович ответил, что идея хорошая, но она должна идти от самих детей. Поэтому то, что появился законопроект, очень хорошо. 14 июля Владимир Путин подписывает федеральный закон о создании в России движения школьников и молодежи. А 20 июля в Артеке на финале всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит первое учредительное собрание, где принимается решение об учреждении движения и его устав. Документы для дальнейшей работы будут переданы в Министерство юстиции. Новое движение, еще раз отдельно, это подчеркну, появляется благодаря вашей инициативе, на основе ваших идей и предложений, как общедоступное, современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека, подростка. И вы, вот именно вы, его соавторы, и именно вам решать, каким оно будет. А взрослая часть нашего общества, государства, конечно же, вас будет поддерживать. Президент еще раз отметил, создание необходимых условий для всестороннего развития детей в нашей стране – безусловный приоритет. Одна из участниц конкурса, 13-летняя Анастасия Глазрицкая, попросила главу государства возглавить Совет наблюдателей движения. Хорошо. Согласен, Настя. Спасибо! При такой подаче невозможно отказаться. Участие в движении добровольное. В нем не будет строгих ограничений. Выстроить подробную систему работы организации по стране планируют до конца года. Однако в нашем регионе первые итоги ожидаются уже в августе на заседании Республиканского педагогического совета. Тогда региональный Минобрнауки определит задачи на будущий учебный год. Очень много задач стоит, но в первую очередь это воспитание на основе наших российских традиционных ценностей. Это очень важно. Много сопутствующих задач сейчас будет нам направлена организационная структура. Мы понимаем, что мы будем создавать региональное отделение. В каждом муниципалитете будет такое отделение этого движения. Но самое ценное то, что это будет не только в школах, как мы обычно привыкли. Здесь будут подключены и центры доп. Образования, и библиотеки, и спортклубы. То есть все те места, все те заведения, где наши дети, подростки, молодежь проводят время. Новое движение – большой шаг к объединению и возрождению забытых традиций. Особое внимание будет уделяться патриотическому воспитанию детей, их любви к малой и большой родине. Ребята смогут в полной мере раскрыть свои способности и таланты, а также найти новых друзей. Ксения Мишарина, Олег Юшков, телеканал Юрган.